В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Молодежный образовательный лагерь ЛОЛ завершает свою работу. В последний день перед закрытием с молодежью встретился президент Рауль Хаджимба. Литературовед, поэт и музыкант. 80 лет со дня рождения Владимира Цвинари отметили в Доме-музея имени Дмитрия Гулия. Буйство красок и чувств. Персональная выставка Рудика Хочава открылась в Сухуми. Несколько крупных пожаров, жертвами которых стали десятки людей, произошло в Греции. В городе Аттика объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрос объявил трехдневный траур по погибшим. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования премьер-министру Греческой Республики Алексису Ципросу в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров. Народ Республики Абхазия с чувством глубокой скорби воспринял известие о стихийном бедствии в Аттике, которое унесло жизни 77 человек. Мы глубоко потрясены и шокированы столь печальными известиями, которые огромной болью отозвались в наших сердцах, отмечается в частности в тексте соболезнования. 26 июля молодежный образовательный лагерь ЛОЛ завершает свою работу. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил лагерь. У молодежи была замечательная возможность пообщаться с главой государства, задать ему интересующие вопросы и даже рассказать о себе. За беседой наблюдала и наша съемочная группа. Репортаж Налы Ковы. Молодежный образовательный лагерь ЛОЛ стартовал 20 июля. Он объединил более 200 молодых людей со всех районов Абхазии. Все желающие в возрасте от 16 до 25 лет могли заранее подать заявки на участие в проекте Государственного комитета по молодежной политике. Госкомитет уделяет большое внимание организации не только летнего досуга молодежи, но и их образованию. Об этом свидетельствуют успешно реализованные проекты, такие как «Лидер» и другие. Молодежный образовательный лагерь ЛОЛ не стал исключением. Здесь, на живописном Кындыхском берегу, расположились пансионаты, где ребята могли насладиться отдыхом, экскурсиями, лекциями и тренингами. У нас были определенные экскурсионные дни. Тоже мы предоставили выбор. То есть мы не сделали лагерь таким, что так, едем все туда и все. То есть мы им дали выбор. Два направления было. Маршрут на озеро Рица. И был маршрут в восточную часть Абхазии по святым местам. Илор, Бедийский храм, Мыку. Кто-то выбрал. Кстати, большая часть ребят даже поехали именно в восточную часть Абхазии. Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть работы лагеря. Утро здесь по традиции начинается с гимна. Кстати, текст гимна был написан на обратной стороне бейджа с именем участника лагеря. Затем ребята слушали интересные лекции, которые им читали преподаватели Госуниверситета и СДЮ. Первые дни, конечно, это же было на командообразование, на сплочение коллектива, так как ребята были с разных районов Абхазии, и нужно было создать ту атмосферу, чтобы они раскрылись, стали общаться, узнавать друг друга, узнавать проблемы, которые у них есть непосредственно на их местах. И я думаю, это шикарно было. Потом мы ездили на экскурсию. В последний день работы лагеря его участников посетил президент Рауль Хаджимба. Глава государства, общаясь с молодежью, отметил, что подрастающее поколение нашей республики – это светлое будущее государства. Надеюсь на то, что вы за эти дни сблизились, ребята с разных уголков Абхазии. Для нас важно, чтобы молодежь наша росла и состоялась. Для нас важно, чтобы наша страна с помощью ваших усилий, завтрашних усилий, могла бы стать другой. Несомненно, пройдя 25 лет после войны, важно, чтобы мы осознавали, что мы хотим, ради чего были положены тысячи наших ребят, ваших отцов, близких, родных. Важным является то, что у нас молодежь лучшая. И, несомненно, в ваших руках будет все завтрашнее состояние дел, связанные со строительством государства. Беседа президента Рауля Хаджимба и участников молодежного образовательного лагеря ЛОЛ прошла в теплой атмосфере. Ребята задавали президенту вопросы и делились с ним впечатлениями от пребывания в лагере и планами на будущее. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.
За многолетнюю плодотворную работу в организации научной деятельности и воспитании молодых ученых-биологов, директору Института ботаники Академии наук Абхазии, кандидату сельскохозяйственных наук Губас Эдуарду Шамилевичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Как мы уже сообщали, из Российской Федерации в качестве гуманитарного груза в Абхазию поступила большая партия сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования. Несколько дней назад спецтехника была распределена по всем районам. МТС Ачамчирского района получила 10 тракторов. Репортаж Сарии Смар. Очимчирати амашина технология в станции Чагаус изуаза трактор кожипш арахия аганджа шуксарапша руквехяна лассылас и пхастахон вейта чукургуареги ахарджмачим квагятахан. А станция ядцаозова апсыра артахраквай снагиринак дзера завор шахомост. Белорусха изичтуа трактор чуцква. 10 тракторов и прицепное оборудование к ним прибыли на Ачамчирский МТС. Новая техника дает возможность проводить несколько видов сельскохозяйственных работ, в том числе обработку сельхозугодий лекарственными препаратами. Для этих целей служит различное прицепное оборудование. Особое внимание всех работников МТС приковано к трактору «Кировец». Самое главное, вот эта кнопка прибор и вот эта панель. Вот эта панель, когда показывает, должен на прибор смотреть. Если панель какой покажет, например, мост передний поставим видео, задний отключается. Если хотите отключать, при езде надо отключить, панель покажет сразу. Каждая кнопка на табло выполняет определенные функции, которых здесь множество. На тракторе установлена автоматическая коробка передач. Внутри кабины есть кондиционер. Все это, безусловно, облегчает работу трактористов. Необходимо отметить, что подобной техники до сегодняшнего дня не было ни на одной машино-тракторной станции Абхазии. Специально для водителей кировца российскими специалистами был проведен инструктаж. Инструктаж они по новой проходят. И еще раз мы им объясняем, говорим, что это новая техника, особый уход, ну как всегда. Но помимо этого, когда в Кировце, это специальные представители с России были, представители завода, которые обучили механизатора, показали, ну, провели полный инструктаж уже сами. Всего на машино-тракторной станции Ачамчирского района было 14 тракторов, но большая половина из них постоянно выходит из строя. Как говорят сотрудники МТС, теперь у них появилась возможность обслуживать жителей района без каких-либо проблем и в установленные сроки. Местные обращаются, частные лица обращаются. Бывает, когда главы администрации сел уже сами, в общем, когда обращаются, мы выезжаем и выполняем ту работу, заказ, который мы получаем. С появлением этой техники ваша ситуация? Нам не то, что чуть-чуть, намного и намного улучшится. Буквально она в разы изменит всю ситуацию. Потому что те пашни, которые есть у нас в Ачамчирском районе, резервные, которые можно будет осваивать. На данный момент трактористы изучают новую технику, также подготавливают прицепное оборудование. Новые тракторы будут использоваться в пахотных работах уже в следующем году. Что касается опрыскивателей, то с их помощью обработка сельхозугодий начнется в ближайшее время. Сария Смар, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мирсхулава находится с двухдневной рабочей поездкой в Италии, в городе Турине, по приглашению президента ТПП Турина Винченцо Илотте. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Абхазии. Главная тема визита – установление и развитие предпринимательских связей. В Турине состоялась встреча Тамила Мирсхулава и Винченцо Илотте. Кроме того, делегация ТПП Республики посетила одну из крупнейших в Италии шоколадных фабрик Ферреро Роше, расположенную в городе Альба. Это производитель таких всемирно известных и популярных сладостей, как Нутелла и Рафаэлло. Здесь представителям делегации не только показали сам процесс изготовления шоколада, но и познакомили с историей компании, которая началась в 1942 году с семейного магазина сладостей в городе Альба. Первая персональная выставка работ члена Союза художников Абхазии и СССР Рудика Хочава открылась сегодня в Центральном выставочном зале Сухума. Более 100 работ художника, написанных в разных жанрах и стилях, представлены в главном выставочном зале страны.
Имя художника Рудика Хочава, наверное, мало знакомо молодым ценителям живописи. Однако люди старшего поколения хорошо знают его творчество. Член Союза художников СССР Рудик Хочава всю свою жизнь посвятил творчеству. Живописью профессионально занимается с 1956 года, хотя рисовать начал еще в раннем детстве. Персональная выставка – это мечта всей его жизни, говорит дочь художника Медея. Весь наш дом – это сплошная мастерская по сей день. В принципе, все в красках, масле, солярке, в кисточках, в запахах этих. Он в этом живет, он живет картинами. Он постоянно, когда же ко мне приезжает, он рассказывает о своих учениках, чего он там добился, как его детки рисуют. Ну, как бы он живет этим. Он вот грезил этой выставкой, он очень хотел, он прям мечтал. Вот для него это все. Вот уже более 50 лет Рудик Хочава преподает в Сухумском художественном училище, передавая свои знания и опыт подрастающему поколению. Несмотря на преклонный возраст, а художнику без малого 80 лет, он продолжает рисовать. Натюрморты, пейзажи, портреты, представленные работы разнообразны по жанру. Здесь есть даже автопортрет художника, написанный еще в 1957 году. Портреты, натюрморты, пейзажи в основном. Мне этот цвет вдохновляет, и я передаю цветовое освещение, цветовые отношения. Утром, вечером, полдень, ну вот такие, как меняются и как их изображать. То, что я вижу красивые места, я их изображаю. В Сухуме будет, в Ачимче, не имеет значения. Мне нравится работать, что людям нравится. Тогда я вдохновение еще больше получаю. Посетители выставки, художники и ценители искусства высоко оценили работы Рудика Хочава, особенно картины, написанные в жанре маринистики. Вот обратите внимание, полотно «Гости» называется. Стоит известнейший на весь мир теплоход на Сухумском причале. И стоят встречающие люди. Не толпа, так, но и немало людей. И посмотрите, с каким мастерством решены позы этих людей. Ни одной нарочитой позы. Это очень трудно. Живописцы знают, что за этим стоит. Вот этот цвет, вот этот колер, вот эта подробнейшая скрупулезность в изображении теплохода, под лупой можно изучать шлюпки, надстройки, палубу. Это исторически ценно. С точки зрения художественной, это чистая импрессия и осознанная импрессия. Он не просто у импрессионистов перехватил какие-то цвета, он на сухумскую почву перевел. Очень много интересных работ и по сюжету, и по тематике. И тут и графика есть, и композиционные картины, пейзажи. Все они узнаваемые. Человек, который много сил и знаний вложил. Хочу ему пожелать и в дальнейшем здоровья, и много-много еще работ, чтобы он дальше продолжал в таком же духе. Выставка работ Рудика Хочава будет открыта до 29 июля, и все желающие могут не только насладиться творчеством художника, но и приобрести некоторые понравившиеся им картины. В среду утром спасатели МЧС доставили в столицу раненого юноша из высокогорного села Псху. По неосторожности молодой человек был ранен в ногу выстрелом из ружья, установленного им же в положение самострела. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения литературоведа, поэта, ученого и общественного деятеля Владимира Цвинария. Его называли критиком широкого диапазона. Он рассуждал о разных слоях родной литературы и сам был ее самой серьезной частью. А еще Владимир Цвинарий писал стихи и исполнял песни собственного сочинения. В Доме-музее Дмитрия Гулия в день рождения талантливого ученого, литературоведа собрались его соратники, друзья и коллеги. Репортаж Нисфы Аршба.
Каждый труд Владимира Цвинария, каждая его статья до сих пор вызывают живой интерес аудитории и нередко порождают острые дискуссии. Всего он их написал более 60. Самую первую книгу Владимир Цвинарий опубликовал в 70-м и посвятил ее творчеству Баграта Шинкуба. Позже вышли в свет еще множество работ, которые неоднозначно воспринимались из-за неожиданно прямой и неприкрашенной оценки. Сегодня, именно в этот день, исполняется 80 лет со дня рождения, я не побоюсь этого слова, основоположника абхазской профессиональной литературной критики. Замечательного литературоведа, доктора филологических наук, настоящего ученого и поэта, и барда Владимира Цвинария. Феномен Цвинария во многом заключался в том, что он был самоучкой. Даром литературоведения его наградил Бог, считают его коллеги. Укрепил он свое дарование сначала в Сухумском пединституте, а затем в Институте мировой литературы. Труды Владимира Цвинария стали образцом литературной критики. Он не боялся смелых высказываний, невзирая на авторитеты. Его статьи и интервью всегда вызывали большой интерес и горячий отклик. Владимир Иванович Цвинарий действительно был профессионалом своего дела, был большим патриотом своей страны, своего народа. Его тоже можно назвать в какой-то мере, если этот термин применим, шинкубоведом, потому что и тогда, и после он часто обращался к творчеству Баграта Васильевича Шинкуба, то есть не только поэтические произведения, но и прозы там, и так далее. Каждому произведению он большому, романам, я имею в виду, посвятил большие развернутые статьи с анализом. Владимира Цвинария по праву называют лучшим и с грустью говорят о том, что после его смерти заданный ему уровень абхазского литературоведения не сумели удержать. Мне всегда казалось, что Владимир Цвинария не оценен по-настоящему, потому что это на самом деле тот человек, который литературную критику, литературоведение поставил на очень высокий уровень в Абхазии, то есть абхазскую литературу. И сегодня, к сожалению, его место, я тоже, может быть, кто-то и обидится на меня, но по-настоящему его место пусто. Как началось это развитие, продолжить после него не смог никто, так, как делал он, принципиально, несмотря ни на что, правдиво, красиво. То есть он имел что сказать и знал, как это сказать. Жизнь Владимира Цвинария была неотрывно связана с родиной. Во всех событиях, происходивших в стране, он принимал самое непосредственное активное участие. Владимир Ливанович был одним из авторов письма 130, в котором еще в 1977 году абхазы ставили вопрос о выходе из состава Грузии. Неприкрашенные рассказы о событиях далекого и не столь отдаленного времени грузинские коллеги Цвинария воспринимали с трудом. Но мало кто позволил себе ответить на его доводы. Ведь Владимир Ливанович говорил не только сердцем и умом, но и фактами. Яркий, самобытный, подчас резкий, но объективный, и в то же время мягкий, лиричный и добрый. Именно таким был Владимир Цвинария. А еще он писал стихи и исполнял песни собственного сочинения. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение. Борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш назначен на должность старшего тренера сборной России по вольной борьбе по младшим юношам. Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту поздравил Дениса Царгуш с назначением и выразил уверенность в том, что под руководством нашего соотечественника сборная России по младшим юношам достигнет успехов мирового уровня, и это будет нашей общей победой. Напомним, что старшим тренером сборной России до 23 лет является Анатолий Маргиев, до 20 лет Магомед Азизов, до 18 лет Анзор Темботов. Соревнования младших юношей, или как их иначе называют School Boys, вошли в календарь недавно. И за формирование команды отвечал Анзор Темботов. Теперь эти полномочия перейдут Денису Царгуш. И о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается ночью, утром и вечером небольшая облачность, дождь, возможно гроза. Днем преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 29-34 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.